занятия. Владимир Алексеевич Богатов продолжит тему грибковых заболеваний садовых культур, которую мы затрагивали в предыдущем занятии. Лариса Григорьевна Кулиш расскажет о выращивании перцев. Слово вам, наши дорогие лекторы. Приятного всем просмотра. Здравствуйте. Вот все, наверное, помним эту весну, начало лета, в каком состоянии находились наши вишни. Вот такие желтые, пожелтевшие листья, начали желтеть побеги, буквально по всей Чувашии, не только по всей Чувашии, а в нашем регионе. И столько пошло мне звонков, столько обращений, все люди спрашивают, что случилось, что случилось, что я решил написать маленькую вот эту вот брошюрку, книжечку, где все описано досконально. Что это за заболевание, как его надо лечить, какая профилактика и так далее, и все вопросы. В общем, во-первых, это заболевание называется манилиоз, или его еще называют маниальный ожог. Манилиоз бывает у семечковых культур, где повреждается, как вот я вам показал фотографию, листья. Вот сейчас. И манилиоз бывает у плодовых культур. У плодовых культур затрагиваются в основном это сами яблоки, груши, а у семечковых культур в основном листья, побеги, ну и тоже это самое ягоды, если запущено состояние. Какая причина вот такой вспышки этого манилиоза в этом году, в прошлом году весной? Во-первых, была мягкая зима. Мягкая зима, и вредители хорошо перезимовали манилиоза. И, во-вторых, очень влажная была весна и влажное начало лета. Ну, все знают, что для грибка самое главное – это высокая влажность. И вот эти вот два момента, мягкая зима и высокая влажность весной и начале лета, способствовали тому, чтобы была такая вспышка манилиоза. Я лично вот так не помню таких вспышек манилиоза, как было в прошлом году. Но это заболевание, я сказал, вызывается грибком манилия. И начинается заболевание уже поражение весной. Весной поражаются цветы, далее там цветоножки, и начинают увядать завязи цветов, потом начинают увядать и листья тоже. Вот в конце даже, вот видите, вот плоды. Вон это цветы все поражаются, плоды. Тут вот в данном случае фотография попала у семечковых культур. Вот еще что способствует распространению этого заболевания. Вот мы мало уделяем в нашем саду борьбе с такими обычными вредителями, как тля. Ну, считая, что там высасывают они из листочков немного соки, и как бы на этом закончится. На самом деле вред от тлей не только в том, что они высасывают сок из листьев, а вред идет еще другое, что они повреждают листья, вот эти проколы, микропроколы, как раз являются входными воротами для спор. Споры, этих грибков, они мельчайшие, и летят они на расстояние, вы представляете, до 50 километров. И надо быть очень осторожным, чтобы на наших растениях, в данном случае вот говорю про вишни, сливы, чтобы не было микроповреждений. И если вы будете бороться с тлей, тлей не будет, и не будут входных ворот для этого заболевания манилиоза. Вот еще что нужно делать, чтобы не было этого заболевания. Ну, в данном случае вот самое главное – это осенний
осенняя искореняющая обработка. Ну, многие теперь уже пропустили, осенью этого не сделали, то надо сделать это весной. Что значит искореняющая обработка? Это обработка фунгицидами с высокой концентрацией и препараты сильные. Уже можно не бордоской жидкостью, а самим медным купоросом сделать 2% раствор медного купороса и обработать наши деревья, в данном случае вишни, сливы, абрикосы. Но это делать нужно обязательно до раскрытия почек, иначе вы почки сожгете. В период покоя это делается. И мы прожигаем наши деревья плодовые именно от этого грибка, от этих спор. Чтобы не было этого заболевания, нужно уже начинать правильно сажать. Не должны быть загущенных посадок, во-первых. Во-вторых, не сажать в низинах, а сажать надо деревья на возвышенности или средней части кроны. Обязательно нужно проводить ежегодную обрезку. Часто можно видеть сливы очень загущенные. Нужно ежегодно проводить обрезку формирования, обрезку прореживания кроны. Далее, чтобы растение не заболело, естественно, нужно и подкармливать. Обязательно должны вносить весеннее это удобрение, это азот главное внести. В начале лета добавляется там и фосфор, и это самый калий, а осенью только фосфор и калий. Но сейчас уже для удобства в магазинах продают весеннее удобрение и осеннее удобрение. Ну, тут смысл простой, то, что весной азот не вносится, то есть весной азот вносится, а осенью азот не надо вносить, чтобы не вызывать рост. А калий и фосфор способствуют укреплению дерева, устойчивости от заболеваний. Ну, конечно, надо делать и влагозарядковые поливы, и обработки. Кроме, я сказал, искореняющую обработку нужно сделать первую. Кроме этого, несколько раз в течение лета надо тоже проводить обработку фунгицидами. Уже это по своей силе, но они послабее фунгициды надо брать. Уже не медным купоросом, а использовать бордоскую жидкость. Значит, сколько обработок? В период набухания почек. Это называется фаза зеленого конуса. Потом дальше вторая обработка в период бутонизации, когда цветы еще не раскрылись, но вы уже видите, уже бутончики появились. И третья обработка после цветения. Какие препараты? Препараты – это Абиго-Пик, препараты – это Хом, препараты – это Хонус, препараты – это Топсин-М. Вот используя эти препараты, 4 обработки получается. Одна искореняющая и 3 в течение сезона. Но сейчас я перечислю еще раз препараты: медный купорос, бордоская жидкость, Абиго-Пик, это контактный препарат, Хом, контактный препарат. Еще нужно остановить ваше внимание вот на чем. Препараты бывают контактного действия и системного действия. Контактное действие – это сверху, он убирает инфекцию с поверхности при попадании сверху. А системные препараты, они входят внутрь растения, внутрь листьев и внутрь побегов и борются с вредителями уже сами изнутри. И поэтому даже хорошо их чередовать. Один раз системный препарат, другой раз контактный препарат. А есть хороший препарат Оксихом, он контактно-системный. И еще, что важно, мы, допустим, чередуем контактные системные препараты, и в то же время нужно знать, что осенью, под осень, перед сбором урожая, системные препараты не надо применять. Системные препараты все-таки в начале лета, а в противном случае
если, эти вещества могут попасть в ваш организм, если вы осенью будете системные препараты принимать. Сторонникам биологического земледелия, органического, можно посоветовать фитоспорин, фитолавин, а это биологические средства, споробактерин, аллерин Б. Но тут надо сразу вот так вот рекомендуют, пишут везде, говорят, только не всегда уточняют. Вот если вы используете препараты органического земледелия, вот эти препараты, то их приходится применять чаще. И тут еще вот сколько садоводов, садовников, столько вот и мнений. Вот, допустим, одни говорят, вот есть такое мнение, ничего не надо делать, 30% урожая пусть заберут болезни и вредители, зато 70% урожая чистые достанутся садоводу. Другое мнение есть, вот надо весной, у нас был такой садовод, весной я, говорит, весь сад заливаю препаратом как Карада, весь сад, все растения. А зачем обрабатывать такие растения, как жимолость, которая ничем практически не болеет, или, допустим, актинидия каламикта тоже не болеет, лимоний китайский. Зачем их заливать это препаратами сильнейшими, которые используются против колорадского жука? Ну, я думаю, вот лично мое мнение, как сказать, золотая середина. Сильным препаратом обработать весной, а потом уже летом можно использовать более слабые препараты, органические препараты. И еще, что хотел сказать, это все-таки зависит от того, какое лето, ведь вот этой весной манилиоз был, а позапрошлым год это манилиоза не было. Зачем тогда, допустим, применять такие сильные препараты Карада ежегодно? Никакого смысла нету. В общем, в зависимости от погоды, от ситуации, нужно как-то это разумно, не бросаться в крайности. Так, сейчас еще хотелось бы показать, вот эти же не все не показал, это манилиоз. Ну, в общем, сейчас мы покажем вот еще картиночки. Вот смотрите, листья. Вот лично у меня, на моем участке, было поражение, вот именно манилиозом, вишни, сильное было поражение. А сейчас уже другой может. А вот, допустим, абрикос, он оказался сильнее. Абрикос сильнее. У меня только одна ветка завяла довольно-таки сильно, и я одну ветку срезал. Нужно сжечь? Это совершенно верно. Все методы борьбы, которые я перечислил, все надо делать. Кроме того, конечно, обязательно санитарная обработка. Это вот на зиму, чтобы эти листья пораженные, чтобы эти плоды пораженные, они чтобы не оставались. Все листья надо осенью сгрести и сжечь. Все ягоды тоже надо убрать. Или закопать на определенную глубину, там, на 30 сантиметров под землю. Потом через 3-4 года там вредители уже погибнут. В общем, надо сжигать, надо соблюдать санитарию. И обязательно, конечно, осенняя перекопка участка. После уборки надо перекопать. Вот следующее распространенное заболевание – это у косточковых клястероспороз. Поражает все части тоже растения, большинство листья, появляются вот такие вот бурые пятна. Вы их сразу заметите, бурые пятна. И что нужно, что нужно делать при клястероспориозе? Нужно обрабатывать до распускания почек 3% раствором бордовской смеси.
И вот точно так же, как и предыдущее заболевание было, перед цветением и после цветения медь содержащими препаратами. Ну, следующее – это ржавчина, заболевание. Тоже вот такие пятна появляются, становится их больше, и листья становятся от таких красного ржавого цвета, и в конце концов они опадают. При сильном таком опадении может быть и может случиться такое, что дерево может погибнуть. Кокомикоз. Поражаются листья, поражаются побеги, поражаются плоды. Листья сверху, так, это у нас, цитоспороз. Так, при кокомикозе листья сверху коричневые, такие пятна появляются, а снизу появляются бурые такие подушечки, бурые пятна. Это напоминает на мельдью, на винограде мельдью, тоже так же, сверху коричневые, а снизу такие белые, такие пятнышки. И могут они опадать до 80%. Ну, какие, значит, меры борьбы? Обработка до цветения, хом, препарат хом 40 грамм на 10 литров. После цветения препарат топаз, это 2 мл на 5 литров воды. Осенью аммиачной селитрой, это вот 10% раствором аммиачной селитры. И, конечно, сжечь все листья. И вот это вот осеннее, это опять же искореняющее опрыскивание. Вот хотелось бы подчеркнуть, в литературе пишут, что или весной, или осенью искореняющее опрыскивание. Я думаю, что искореняющее лучше осенью привести, потому что высокие концентрации препарата, пусть они, как говорится, за зиму, чтобы там от них ничего не осталось. А если вы искореняющие будете ранней весной применять, то, может, препараты не разрушатся и останутся в растении и попасть в организм уже человека. Я считаю, что искореняющее надо проводить осенью. Так, вот еще очень опасное заболевание, которое часто как-то незамеченным проходит, цитоспороз. Цитоспороз, он бывает и у косточковых, и бывает и у семечковых. У яблони, груши он тоже бывает. Чем он, ну, я в прошлый раз рассказывал про черный рак. Вот эти все три фотографии, все это цитоспороз. Чем он отличается от черного рака? Это болезнь коры, прямо скажем. Если раньше говорили о болезнях листьев, плодов, это болезнь коры. Это как раз самая страшная болезнь, потому что листья можно подлечить, это самое, ну как бы легче. А если большое поражение коры, то растение уже, если вовремя вы не заметили, то оно может погибнуть быстрее. Вот если взять черный рак, тоже идет поражение коры, но черный цвет, черного цвета. А цитоспороз тоже идет поражение коры, а цвет коричневый. И при цитоспорозе происходит отслаивание коры. Даже рукой можно отслаивать, сама в некоторых местах эта кора отслаивается. Но это заболевание, цитоспороз, в некоторых случаях более агрессивно по своему распространению. Вот этим оно опасно. Естественно, если говорить о лечении, естественно, осенью надо всю эту кору больную, все это надо убрать. Потом ножом до 2 сантиметров нужно содрать эту... Да, нет, там даже сантиметр было написано, сантиметров. Ну, хотя бы 1 сантиметр надо до здоровой коры, нужно ножом убрать, вот эту пораженную до здоровой коры. Потом обработать раствором медного купороса,
сделать 2-3% раствор медного купороса. Эти больные места обработали. Третье, значит, дадите высохнуть. Пускай 2-3 часа это высохнет. После высыхания уже потом происходит, поэтому надо замазывать. Чем замазываем? Это замазываем садовым варом. Я рекомендую все-таки использовать не желтый тот вар, который выпускается уже, не знаю, 50 лет, наверное, нашей промышленностью, такие цилиндрические, это такого цвета желтый. Он сейчас уже, я считаю, что он себя не оправдывает, потому что он на жаре как-то он начинает плавиться, стекает. И не защищает, не всегда защищает. Используйте садовый вар «Живая кора». Этот садовый вар, он дороже, но там содержатся и препараты, такие пчелиные препараты, как вот этот препарат, сейчас скажу. Вот, забыл. Это потому что могут они. Сейчас помню. Ну, пчелиный препарат-то. Не воск, а этот. Он содержит этот сам препарат «Живая кора», то есть садовый вар «Живая кора», он содержит прополис, содержит там живицу и так далее, вот такие органические вещи. Он способствует, во-первых, он убивает, он обладает такой способностью убивать вот эту инфекцию, это первое. И второе, способствует быстрому заживлению. И поэтому используйте препарат «Живая кора». Я испытал более 10 разных видов препаратов, и это самое, остановился на нем. Вот это тоже заболевание, вертицеллезный винт, это в основном на молодых. На молодых, это на новых посадках, вот так вот начинают сохнуть, это листочки, сохнуть верхние побеги. Ну, тоже надо же, вот, в принципе, схема такая же, которую я уже 2 раза, наверное, 3 раза уже повторил, тоже искореняющее опрыскивание сделать осенью и 3 обработки сделать в течение лета. Если лето не дождливое, допустим, то заболевание может слабо себя проявить, то и обрабатывать не надо тоже 3 раза. Ну, то есть, как говорится, без фанатизма. Каждый раз надо отталкиваться от условий вот именно этого лета, этой осени или от этой весны, лишний раз не использовать различные препараты. Но еще раз хотелось бы вот сказать, чтобы почаще, приходя на участок, надо обходить не только это помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, но обойти свои деревья, и яблони, и груши, и вишни. Это самое, тоже надо на них обращать внимание, смотреть, что там происходит, и какие заболевания. Но сейчас вот фотографии были показаны, но обращайтесь, в общем, если вы не можете поставить диагноз, а диагноз, как говорится, половина лечения, обращайтесь непосредственно в библиотеку, обращайтесь ко мне, там телефон вам передадут, и мы это поможем установить и диагноз, и помочь объяснить, как нужно бороться с данным или там с различными заболеваниями, в данном случае древесных заболеваний. Ну, пожалуй, основные вот такие я охватил, рассказал. В общем, все-таки подходите, и нужно и удобрять, нужно обрезать, нужно подкармливать, нужно бороться с вредителями, обязательно. Вы видите на яблонях, там, на сливах где-то там тля появилась. Не проходите мимо равнодушно. Не думайте, что только сок они берут. Они делают ворота для инфекции, и потом наши деревья поражаются заболеваниями грибковыми.
И нужно бороться с вредителями тоже. Как Ну, раз вовремя. Так, вот этот транспортер. Добрый день, дорогие друзья. Значит, сегодня мы будем говорить о перце. Его называют сладкий перец, болгарский перец, хотя правильное название у него – паприка. А перец – это вот горошком, который мы добавляем в приправу. Родиной перца являются тропики, Южная Америка. И вот на родине известен он очень давно, его используют, как мы используем соль. Для нас соль, а для них вот красный перец. Кстати, когда появилась впервые в Европе, это в начале XIX века, перец привезли в Европу, и его тоже называли красной солью. В магазине встречали в отделах приправы, есть паприка, горькая и сладкая. Кстати, в этом году я первый раз сделала сама эту паприку из своего собственного сладкого перца, то есть я высушила его, пропустила через кофемолку, и у меня получилась паприка. Это очень ценный пищевой продукт, и я рада, что он все шире распространяется и в нашем регионе, то есть он все дальше и дальше на север. На юге давно уже, я сама с Украины, с юга, у нас-то перец это чуть ли не основная культура. Но уже здесь очень многие садоводы начали заниматься выращиванием перца. Ну и сами вы понимаете, если это родина тропики, то он любит тепло и влажность. Чем ценен перец? По содержанию витамина С он превосходит даже лимон. А в связи с этим является как ценным, вкусным пищевым продуктом, также имеет очень много полезных свойств. Применяется в свежем виде, в замороженном виде, прекрасно хранится. Вот я когда жила в деревне, так у меня на 8 марта еще в погребе, в обычном погребе хранился перец до 8 марта, то есть до начала марта. Прекрасно хранится, если вовремя посажен и вовремя собран. Вы знаете, что я сторонник посадки и уборки по лунному календарю. Я сверяюсь с влиянием. Луна очень сильно влияет на нас, на растения. Поэтому вот я строго этого придерживаюсь, и у меня нет проблем ни с хранением продукции, ни с выращиванием и так далее. Вот, теперь я покажу немножко перец. Вот свой участок. Сразу скажу, вот это рассада перца 24 марта. Я не вижу даты, это так по памяти буду говорить. Видите, какая она рассада в марте? Это вот перец уже в июне месяце. Конец июня. Обратите внимание на следующее. Видите, как он загорожен? Свет не любит сквозняка. По ходу буду немножко рассказывать о агротехнике перца. Поэтому вот я делаю такие загороди для перца, чтобы защитить его от ветра. И меньше сохранять влагу. Вот здесь не очень видно, там еще я использую. Вот это перец, значит, перец я собираю в технической спелости. Это справа, вы видите, с левой стороны в ящике, да? С левой стороны в ящике, с правой стороны в ящике, там мелкий перец. Почему я его выращиваю? Это июль месяц, начало июля. Видите, мелкий перец весь красный, он тонкостенный, там несколько сортов. В основном я его использую для заморозки и использую для, в этом году делала паприку. Это сорт, сейчас скажу, ласотта, длинный, он длиной до 25 сантиметров. В этом году я первый раз его посадила. Это перец, который на семена. Это богатырь, говорила о сортах. Это
сорт рубин. Он не очень крупный, но толщина стенок у него 10 и более миллиметров. То есть до сантиметра вообще он достигает толщина стенок. Это толстопуз. Это перец. Я говорила, что у меня нет парника. Это перец, я вам сейчас покажу, вырос в парнике у нашего садовода. Она любезно вот прислала эти свои фотографии, но будет еще у нас на занятиях, она расскажет, как она выращивает этот перец. Сорта сказать не могу, задавайте вопросы, в Одноклассниках она вам ответит. Так, вот такой перец можно вырастить в нашем регионе, в Чебоксарах. Она живет, правда, в Новочебоксарске, но у нее в парнике. Вот такой прекрасный перец растет у нас, и его можно вырастить. Многие зададут вопрос, вот, Лариса Григорьевна, ведете занятия, а у вас не очень хороший урожай. Я вам сейчас объясню, почему. Моя задача стоит не в том, чтобы собрать, видите, здесь весь перец дозаривается, но когда перец дозаривается до биологической, одним словом, когда он полностью созревает, он очень много забирает сил на то, чтобы вызреть, для того, чтобы получить семенной материал и чтобы продлить как бы род, отдать семя. Все это, всю свою силу он отдает. У меня задача другая. Я дозариваю перец, вот вы видели на семена, я вам показывала, я дозариваю потом в ящиках, снимаю в технической спелости и дозариваю его. Прекрасно он дозаривается, прекрасно хранится, но это дает возможность мне увеличить урожай. То есть я собрала первый урожай, как только достигла технической спелости, зреет следующий. И так я собираю перец до конца сентября даже. Это вот 5 мая. Видите как? Под дугами я сажаю в такой парничок и накрываю просто лутросилом или пленкой. А вот это 3 мая, вот я высаживаю перец в грунт. Сажаю я рано, и вот наличие бутылок, которые я потом ложу, позволяет мне согревать землю. Но прежде чем высаживать в грунт, я неделю, 2 недели выдерживаю под укрывным материалом для того, чтобы хорошо прогрелась земля. Нельзя высаживать перец в холодную землю. Нужно, чтобы температура земли на глубине 10 сантиметров была не ниже 15 градусов, потому что он остановится в росте, и, в общем, никакого урожая вы не соберете. Вот это, по-моему, 6 июня, видите, 10 сантиметров, просто даже не для занятий, а для себя так вот сфотографировала и решила показать вам. 6 июня, 5-го посадили, 6 июня вот уже больше 10 сантиметров перец. Это я первую уборку, убираю его. Практически я ем перец все лето, вот начиная с июня месяца. Даже зеленым. Я подхожу прямо к грядке, поскольку я его никакой химией не обрабатываю, а я хохлушка, и очень люблю перец, поэтому я его вот так кушаю. Так, вот такой вот урожай перца у меня, видите, вот начал зреть. Я, кстати, не могу сказать вам дату, потому что это далеко не вижу. А вот на семена я оставляю перец краснеть. Опять же, до определенной даты. Я знаю, когда нужно собирать перец, и вам я рассказывала, когда нужно собирать, если вы хотите получить свои семена. Вот его я снимаю только абсолютно красным. Видите, тоже завязи. Это вот перец длинный, не подумайте, это не горький перец. Вот здесь очень хорошо видны бутылки, которые я ложу на землю. Для чего я это делаю? Это тоже прием. Я его когда-то прочитала в журнале и активно использую. Бутылки днем на солнце нагреваются, и потом ночью, медленно остывая, они, сглаживают вот этот перепад температур.
днем они забирают сильную жару и не дают возможность почве перегреваться, а ночью они, остывая, отдают тепло перцу и греют ему ножки. Вот это этот же перец, весь он краснеет на корню, его я использую для приготовления паприки и для заморозки. Вот это уже 31 августа. Вот, Саша, если можно увеличить немножко, там поднять. На фотографии это можно сделать. Значит, вот обратите внимание, вот все усыпано еще, он будет еще до 31 августа. Видите, вот сколько, как много здесь перцев, который этот уже я убирать не буду, весь он дозарится, я еще прикрою его, и он будет до ноября месяца, практически весь этот перец будет красным. А вот впереди закрыта пленкой, с левой стороны у меня, поскольку наклон стоит, терраска от северных ветров закрывает, а с южной стороны и с боков закрыто вот такую загородь я делаю для того, чтобы ножки у перца были теплые, потому что он это любит. Так, теперь о агротехнике перца. Ну, мы уже с вами говорили, первое, что нужно подготовить почву, рассаду. Для рассады нужны почва, стаканчики и так далее. В ВКонтакте и в Одноклассниках я выложила очень много роликов. Попробуем сегодня, поскольку я не хозяйка этого канала, я попыталась выложить ссылки на ролики. У меня не получилось. Сегодня мы попробуем это первый раз. То есть я хотела бы, чтобы те ролики, которые я выложила, вы все посмотрели. Если не получится здесь, заходите в Одноклассники, заходите в ВКонтакте, на мою страничку. На страничку мы создали группы, и там создали группу «Родная земля», клуб садоводов, наш чебоксарский, называется «Родная земля». Заходите, все эти видеоролики есть. И там я выложила специально ролики, где очень подробно рассказывается от замачивания семян, как замачивает семена, причем опыт, ну, я доверяю этим, ну, блогерам их называть, садоводы-любители, они работают с Тимирязевской академией, работают с теми фирмами, которые сами занимаются селекцией, выращиванием семян, свои семена. Это такая фирма, как «Партнер», которая молодая, но она хорошо себя зарекомендовала. Вы очень многие покупаете их семена. Мы, садоводы, в прошлом году, ну, как-то коллективно их покупали. Ну, в общем, все знакомы с этой фирмой. Там несколько роликов руководителя этой фирмы, «Партнер», агронома этой фирмы, которые пошагово рассказывают от того, как положили семечки на проращивание, до того, как они собирают урожай и знакомят зрителей канала YouTube. И я хотела бы, чтобы вы посмотрели с тем, что мы уже со своим урожаем. Вы увидите воочию, какой урожай там вырастает. Дальше. Рассада. Значит, семена посадили. Я семена замачиваю и проращиваю. Каким образом проращиваю? Чтобы наклюнулись только они. И вот высаживаю уже наклюнутыми. Ну, в обычные посадочные ящики или контейнера. Ложу ближе к батарее, но на что нужно обратить при выращивании рассады перца? Перец очень влаголюбивая, то есть водохлеб большой и очень большой, очень прожорливый и любит тепло. Вот эти три такие момента, на которые нельзя упустить, начиная уже с первого момента, как только появится петелька у рассады. Вот я начинаю подсвечивать уже с первого дня, причем неделю подсвечиваю круглосуточно. Ну, дней 5 это обязательно. А затем
переношу уже, когда весь перец взошел, переношу уже в более прохладное место и свет держу где-то 14 часов, не менее. Даже днем, если пасмурная погода, то я перец обязательно подсвечиваю. Значит, он очень любит свет. И если упустить этот момент, вы потеряете урожай. Следующий момент. Он водохлеб, но не любит, чтобы его переливали, заливали. То есть поливать нужно умеренно, но чтобы земля, земельный ком был постоянно влажным, не допуская перелива, чтобы не загнивала корневая система. Но даже кратковременная засуха, кратковременное пересыхание кома тоже снижает урожай. Следующий момент. Ноги. Я говорила, что это очень теплолюбивое растение. Ноги нужно держать в тепле. То есть, если это на подоконнике, то нужно от рамы закрыть, чем-то утеплить. Вот знаете, будете смотреть там ролик, Юлия в саду или в огороде, да, она подложку использует под паркет. Вот я тоже использую эту подложку, но я покупаю еще подложку. На подложке есть фольга наклеенная, ее используют для бань. Вот эту подложку я использую для чего? Как отражатель света. Вот солнечные лучи попадают, и когда вы выращиваете рассаду, вы обратили внимание, что приходится поворачивать. Так вот, чтобы не поворачивать рассаду, потому что головку поворачивает к солнцу, к окну, да, вот чтобы не переворачивать эту рассаду, я использую экран, солнце отражается в экран или свет, который есть, и равномерно освещает всю рассаду. Так, как проращивать семена, я говорила, останавливаться не буду, но я высаживаю только проращенные семена. Дальше, сроки рассады. Вот если у томатов рекомендуют 60 дней, то у перца рекомендуют до 90 дней. Я 90 дней не выдерживаю, но 70 до 80 дней я выращиваю рассаду. Что это мне позволяет? Позволяет получить более ранний урожай. Можно сделать так: часть посадить рассады 80 дней, а часть посадить рассады 60. И посмотрите, та рассада, которую вы посадите 60 дней, вы получите более поздний урожай. А у рассады 70 дней вы получите раньше урожай. Теперь, да, у меня иногда рассада зацветает прямо дома. Много споров. Вы будете смотреть ролики, там увидите. Значит, одни рекомендуют убирать этот коронный цветок. Это у развилки. У первой развилки появляется цветочек. Вот этот цветочек я всегда убираю, потому что он забирает на себя очень много силы и не позволяет хорошо развиваться дальше перцу. Я его всегда убираю, но некоторые не убирают. Если не убирают, тоже перец будет расти, но урожай будет меньше, раньше, но меньше. Вот тут уже выбирайте сами. Дальше что? Поливать только теплой водой. Что еще? Делаю у рассады перца 3 подкормки. 3 подкормки. Это 3 обязательные подкормки. Я делаю подкормку зольным раствором, как делать, я вам говорила, луковой шелухой. И обязательно 1-2 раза делаю комплексным удобрением для рассады. Я пользуюсь удобрением Агрикола. Еще что я делаю при выращивании рассады перца, поскольку не советую, есть
Некоторые сажают для облегчения труда и для того, чтобы сократить место, потому что места не хватает на подоконниках. Значит, я сажаю в разовых стаканчиках. Для перца всегда выбираю большую посуду, это больше пол-литра, да, и раздвигаю его так, на таком расстоянии, чтобы листья не смыкались, касались только друг друга, да, но не закрывали друг друга, потому что это светолюбивая культура и не любит в тени расти, они угнетают друг друга. Следующий еще есть момент. Мы сказали, тропики – это влажность, да? Значит, 2 раза в день я опрыскиваю из пульверизатора, потому что когда мы начинаем сажать рассаду, в марте, в феврале, в марте, в апреле у нас еще отопительный сезон, да? Воздух очень сухой в квартире, и поэтому я увлажняю. Для этого говорила, поливать только в поддон, а не в землю, не земляной ком. Корни тянутся вниз и как бы подсасывают эту влагу, понимаете, и развивается мощная корневая система. Вот на это, почему я так долго останавливаюсь на рассаде? Потому что это залог хорошего урожая. Так, за сутки до высадки уже в грунт я обрабатываю эпином. Это для того, чтобы стресс для растения, стресс. Но еще перед этим, за неделю примерно увожу на дачу. Я вам показывала уже фотографии в апреле месяце. И выношу закалять ее, чтобы к солнышку привыкало растение. Значит, перед высадкой обрабатываю эпином, для того, чтобы растение не получило такой стресс. И после этого высаживаю. Как я высаживаю? Вы знаете, сейчас нет возможности, у меня, по крайней мере, финансовой, внести удобрение во всю грядку. Да? Поэтому я в посадочную яму обязательно вношу, значит, компостную землю, это 2 хорошие такие горсти, вношу обязательно песок, вношу золу. Не сказала один момент. Вот суперфосфат, 2-3 зернышка, да, суперфосфата обычного вношу при пикировке на самое дно, куда еще корни не достигли, потом засыпаю землей, вношу суперфосфат. И уже в посадочную яму его не добавляю. А для чего? Для того, чтобы развивалась опять мощная корневая система. Дальше, значит, опрыскиваю эпин экстра. Опрыскивать тоже, знаете, нужно лучше утром или вечером в пасмурное. Но чтобы, уходя в ночь, как дома при выращивании рассады, так и в парнике, хотя любит влажность, но чтобы на листьях не было капелек. Температура. Значит, температуру можно соблюдать в парнике. Температура очень важное значение имеет для перца. И вот такие резкие перепады температуры, которые у нас бывают, в парнике можно регулировать. Там открыть парник или прикрыть его парник. На улице сложнее, да, тоже приходится. Если в предыдущем году, в 2020, где-то в июне, было несколько дней похолодания до 5-6 градусов, а при температуре ниже 8 градусов перец начинает очень сильно болеть. И это опять отразится на урожайности. Я прикрываю, в прошлом году я даже 2 слоями укрывала лутросила, то есть первый основной, который новый, который с самого начала закрываю, а второй слой, в такие заморозки пришлось собрать старую пленку, старый лутросил и еще одной закрыть, чтобы обеспечить сохранность. Я уже в камеру говорила, сказать добрый час мне не приходилось. Но сейчас я скажу, мне не приходилось, чтобы у меня рассада пропадала, хотя я очень рано сажаю. Мы шли с садоводами, они говорят, быть такого не может у нас в регионе. У меня так как-то меня Бог миловало. Я помню еще времена 80-е годы,
когда сажали, еще ничего не было, и пленки не было, и уж тем более не тканого материала. Может, сейчас садоводы смотрят и вспомнят. Мы, газеты были зато большие, помните? «Правда», «Комсомольская правда». Крутили кульки и бегали на дачу, закрывали этими кульками. Мы все прошли. Так, значит, температуру я сказала. Перец. При посадке перца еще один момент есть очень важный, и его тоже нужно соблюдать. Значит, еще в посадочную яму я добавляю пух и перо. Это сама узнала у нас здесь в клубе, потом прочитала в журнале, посмотрела на ютубе, вот у Татьяны Щедриной, и уже 3-й год добавляю. Вы знаете, мне нравится, как это сильно отражается на перце. Ну, у меня всегда перец хороший, не могу сказать, но добавлять добавляю. Но есть очень важный момент, Вот перец. Вы ролики посмотрите, на это обратите внимание, и я обращаю ваше внимание. Ни в коем случае перец нельзя заглублять даже на 1 сантиметр. Ну вот на полсантиметра можно. То есть вот земля, яма, и вы сажаете так же, как это росло в посадочном горшке. Не глубже. Он будет очень долго сидеть, а вы не поймете, в чем причина. То ли ему холодно, то ли ему жарко, то ли ему сухо, то ли его залили. В общем, вы его будете танцевать перед ним, а не поймете. А причина очень простая. Просто его заглубили. Будьте внимательны, вот это очень важный момент. Ну и еще, что у нас со временем? Значит, что еще? Так же, как и все культуры, перец тоже болеет. Меньше, не так, как томаты, но тоже болеет. И вот для того, чтобы перец не болел, нужно проводить профилактику. Профилактику я, как правило, провожу, я пользуюсь чисто органическим удобрением и защитными средствами, фитоспорином. И в это же время провожу подкормку. Я в основную подкормку провожу зеленое удобрение. Это траву мы сбраживаем и поливаем. Поэтому это основное удобрение. Но подкармливаю каждую неделю. Он очень прожорлив. И для того, чтобы вырастить крупный перец, нужно его очень хорошо кормить. Я говорила, земля тарелка, что в нее положишь, то и получишь. И еще один момент. Вы знаете, впервые в жизни за много лет, а я занимаюсь уже более 30 лет, почти 40 в 80-м году, 40 почти. Вот, значит, у меня в прошлом году напала тля. То есть это тоже может быть. И поэтому я рекомендую проводить профилактическую обработку фитовермом с добавлением дегтярного мыла. Я тоже делаю состав дегтярного мыла. Если у нас будет время, специально все эти препараты посвятим 1 день препаратам, и на этом остановимся. Вот подкормку, обработку против вредителей – это фитоверм с дегтярным мылом, а обработку против болезней – обычным фитоспорином вместе с подкормкой. Все, спасибо за внимание. Сейчас, как всегда, предлагаем небольшой обзор литературы из фонда отраслевой литературы Национальной библиотеки по сегодняшним темам. Первая книга «Богатый урожай. Советы агронома». Автор Ерохина Ольга Дмитриевна, профессиональный агроном. В этой книге сжато, коротко, понятным языком написано все об агротехнике различных культур. Вот если смотрим главы, да, первое – это советы агронома о почвах, об удобрениях,
Следующая глава посвящена овощным культурам. Далее плодовые культуры. Календарь работ в саду и огороде тут представлен. И некоторые основы ландшафтного дизайна, выбор растений для сада. Вот такая вот книжка «Богатый урожай. Советы агронома». Следующая книга «Перец. Сорта, посадка и уход». Как раз по нашей сегодняшней теме. Автор Ольга Николаевна Пышная, доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник в НИИ селекции и семеноводства. В этой книге, она небольшая книга, тоже рассказана агротехника перца, выращивание перца в открытом, защищенном грунте, сорта и гибриды перца, вредители и болезни, меры защиты, сбор и хранение урожая. Очень красивые фотографии, сорта перца показаны. Такая вот книжечка. Следующая книга «Все об овощах». Эта книга выходит сериями. В этой серии у нас перец, баклажаны, зеленые культуры. Автор Тимофеева. Такая вот книжечка. И еще я хочу показать одну статью из журнала «Приусадебное хозяйство», 19 год, номер 4. Называется «Витаминный король». О выращивании сладкого перца. Тоже вот смотрите сорта, фотографии. Автор Приставкин, Воронежская область. Журнал «Приусадебное хозяйство», 2019 год, номер 4. Вкратце с обзором все. Следующее у нас занятие состоится 17 февраля в 13 часов на этом же канале. Так что присоединяйтесь. Всего вам доброго. До свидания.